я рад, что последнюю неделю нас услышат. Хотелось бы, чтобы эта встреча была бы спокойной, плановой, какой-то этапной, чтобы рассказать о проделанной работе, о каких-то наших достижениях. Но наша жизнь не позволяет нам идти спокойным курсом. Все время у нас какие-то экстренные собрания, экстренные какие-то события. Спасибо руководству страны. Сегодня у нас очередной повод для экстренного собрания. Алхасуски, Хашахайт, вы Зимдурва, как замыст, Иждурва Паха. Абра, еще Иждурва, а его президент Москва Цацеп Хедвуски, Иждурва, это Псна, Сгвадра Илго, а президент Цацеп Хедза, Абих за Айгой, а Ктымчрах за Нажвы. Общезнет Дансаз, Иждурва, Царак Имандайт, значит, Пицунда, еще Иждурва энергетика, департамент хозяйства, прямая продажа первичного жилья, недвижимости, нас эги осудка ирцбо нах ярки убрта айк шахатра рбжецарах яхзайгаз. وبرزيجا كتمشرا حزاز بشوسكو أبيت فير قومة مامزلجي أبي أشوك ستش حزتالو يا خا يتنشن حبملو حقويش تامز حقويش تامز ويا بيارك حمنا خا وشو بس يلاح كعود يا أيوة أبي أشوك ستش أتالم تزغنا بيتسون دزارة فيرجس يتخو ويشتا واحد فرادة وبريوبا ستارة شيشترخوا ويزم خزاق ينالغوني خا комитет خمبسمي عباس يا وايزغني ярласный айзганы о признании судебных решений хайзчу аби хаялацбет абранас дгурала гла дан хара нас комитет халадзамыздаха нас яхамо да خيار خنا خلا هرخويد ديبوتات شريك راح حسابلا يحوز جرماحات يا حرجير تغزامز بفاجيسكي از فيكسيون просто нас حرچحيت شاجر يحوز нас بتو حقصن حرچحيت يا يحوز يزيزونيجين يقرصاش يقدر شيخان ديبوتات بتويك از عاره حمو ببرياك شحترخ رحيت حشتاس يالا الناس مدبا اشترخنا ربش كورتيد اسيسي خير اشترت زوها يفدرو زوبريجي وشتا يارلسنا يشيلس كاوالا ساروشتا وبريجي اتسنا يلالا غنا ابي اشوك شت ابخا يحمو يانترامت زابياشوك سانترامت ز يجي باكو يجي باكو ناكوس اتكيس درامخا يلالا غنا اباش يشترت تخوب خزارك رقمتي وجي يسارك رشترس تخو ما كانوا يعرف زمدروا وبي بس يسحاش تخو ابي هيك شحاترا ابي خا акомитета قني يشاك نيردر كلاس وبي بس ياناغو حري حمو закон инвестиция гяна гадзомза حري حمو судебное производство حما гяна гадзомза хазаев шахатра ацатуп аус рутазван. То есть в Русфилохоза они не извели наш закон ни о инвестициях и о судебной, значит, нашей системе. Они показали, что мы никто, мы никчемные. Значит, с нашими партнерами надо отдельно соглашениями только, значит, разговаривать, встречаться, то есть работать только с ними, только отдельными соглашениями. Все наши законы не извели вообще. Я не знаю, для кого тогда мы все это делаем. Если эти законы непосредственно для остальных не имеют правоприменительную практику, оказывается, отдельно для отдельных олигархов нужно издавать отдельные, значит, законы, соглашения и так далее. А бизиг янаго, а судебная ганахала, в Русфилохозер, внешнее управление хартут хнаган. А биоэкономика яд хала зара квазиги, ураспилил рыцболот, уже яхнус кензамаха яра ахтачку едно гио витасит кано ванахопшлек хазара квазиги урстилоп ихрыцбало бусопи в принципе ишахо
убри аҟнытә уаҳа саланы исҳәаӡом, аби ҟарҵару ҟарымҵару ҳәа ҳхәыцуан, аха иалагеит, всё ишьаҿа ҟаиҵеит апрезидент. Акагьы дамыхәаԥшӡеит, шәара дамыхәаԥшит, ауаа ирҳәазгьы дамыхәаԥшит, аинтеллигенциа ирҳәазгьы хьаас имаӡам, адепутатцәа убра хысфицк иаҳҳәогь хьаас имаӡам, аполитика апартиақәа рхеидкылара, аполитика апартиа аиҳабацәа ирҳәазгьы хьаас имаӡам, иара ишьаҿа ҟаиҵеит. Ушьҭа ҳаззеиӡаз, иара иҟаиҵаз ашьаҿа ҳашԥахәаԥшуеи, ҳара ишԥаҟаҳҵо. Аби азҵаара абас иқәлоуп. Ус ами ишеилыскааз, ус ауп ҳаззеиӡаз. Вот ҩ-зҵаарак абра иааганы ҳаԥхьа илаиргылеит, шәхацәазар иҳәеит, иҟашәҵогь збап ҳәа, ус ауп азҵаара ҳашықәиргылаз. Ушьҭа ҳхацәоума, ҳаԥсуааума, ҳпатриотцәоума, Аԥсны ҳҭиуама, ҳазусҭцәа абра ҳаилибаргап, иҳалшаҳҳәап, иҳалымшагь ҳҳәап. Мы с вами видим лицо той властной элиты, которая коррумпирована, занимается дезинформацией, далека, совершенно далека от национальных интересов, вообще от национального менталитета, вообще от демократических принципов. Мы видим элиту, которая не только полностью оторвана от народа, от ее чаяния, от ее интересов, но которая проводит антигосударственную, антиабхазскую политику. Вещи надо уже называть своими именами. Понимаете? Казалось бы, что уже можно ожидать? А нет, они нам еще раз доказывают, что они способны еще хуже что-то предложить. Вот. Каждый день мы пребывание, да, вот такой власти, мы видим, что она несет серьезные, не только имиджевые для абхазского государства и абхазского народа, но она оказывает очень огромное отрицательное влияние на национальное самосознание абхазской молодежи. Очень огромное. То есть мы с вами испытываем испанский стыд при любом появлении нашего избранного президента. Как такое может быть? Понимаете, у нас ситуация чрезвычайная сегодня в Абхазии. Я тоже должен сказать, что и действия оппозиции напоминают такое, да, выпускание пара, когда попусту израсходуется общественная энергия. Мы не можем уже, понимаете, у нас действительно идет, на мой взгляд, идет такой тихий, спокойный демонтаж абхазской государственности и обесценивание вековой абхазской национальной освободительной борьбы. Мы не можем этого допустить. У нас есть все легитимные формы, у нас есть Конституция, в рамках Конституции, в рамках законодательства мы должны сказать не просто свое мнение, мы должны остановить демонтаж абхазской государственности. Я думаю, что, исходя из чрезвычайной ситуации, надо принимать чрезвычайные меры. Я думаю, что мы сегодня даже мы должны начать создание чрезвычайного органа, комитета, который бы занялся бы организацией съезда представителей абхазского народа. Нам нужен съезд полномочных представителей абхазского народа, не только представителей там, значит, определенных групп и так далее, общенационального съезда с представителями властных структур, оппозиционных структур, всех общественных сил, всех людей, граждан Республики Абхазия, кому, в принципе, кто хочет завтра здесь жить. Я думаю, что это тот вариант, который легитимный вариант по Конституции, который на этом съезде полномочные представители мы можем уже решить проблемы, определить те проблемы, которые стоят перед нами, и найти пути решения, легитимные пути решения. Потому что если мы так пропустим, так будем идти, то неизбежны определенные эксцессы, которые нанесут огромный ущерб нашему государству.
То, что описываете вы, Кан Валерьевич, это форма проведения комитета по принципу собака лает, караван идет, также будут приняты все вопросы, я уверен, это уже показала оборона президентских дворцов, правительственного комплекса во время митингов. То есть это закрытый формат, кстати, работы не только парламента, а вообще госструктур. Это стало нововведением таким интересным. Масса идет, новостные ленты заполнены сообщениями о каких-то пустых встречах. Встретилась правая рука с левой рукой. Все это не о том, об основных, главных событиях не сообщается. Давайте тогда обсудим, что мы будем делать в день сессии. Много написано, много сказано в средствах массовой информации. Власть не слышит, не видит. Сегодня депутатский корпус принимает, думаю, самые такие для народа болезненные темы, и решаются эти вопросы. Мне кажется, что помимо очередного обращения, призвания, может, забегаю я вперед, вот сегодня надо принять такое решение, чтобы какая-то определенная группа уважаемых людей, героев Абхазии, людей, которые переживают за нашу страну, были делегированы до вашего вот этого 28-го или какого там, это сессия будет, я не знаю, должны прийти в парламент и требовать от имени народа, именно требовать то, что, о чем мы говорим. Почему? Потому что оставить парламент, оставить 35 депутатов на решение этого вопроса, это недопустимо. И очередная бумага, которая поступит в парламент, она прочтется. Вот сейчас Кан Валерьевич сказал, что комитет рассмотрел один из вопросов. Эти все вопросы будут так решаться, именно в таком ракурсе, если не будут определенные требования. Вот тогда эти требования могут перерасти, как сказали здесь, и в какие-то другие требования, и к какому-то сходу, и к каким-то определенным последствиям. Нужно переходить к требованиям. Это вот мое мнение, я его несколько раз повторяю. И считаю, что в парламент должна быть собрана такая группа и пойти не в день, а намного раньше, чтобы сказать, это видение нашего народа, это мнение большей части нашего населения, вот в тех, и не только вопрос, который сегодня будет обсуждаться Пицунским, а и комплекс всех вопросов в том числе. Мы пришли, требования вам выставить, а потом уже будем говорить и думать, как поступать именно в тот день. Сейчас, на самом деле, и наша политическая элита, и наше общество очередной экзамен проходит. Мы действительно находимся на перепутье, либо мы пойдем по пути того, что будем использовать поступающие ресурсы для укрепления нашего государства, либо пойдем по пути распродажи. Поэтому этот вопрос является очень принципиальным, потому что за ним последуют другие. И мне кажется, что сейчас обязательно депутатам нужно услышать мнение разных слоев нашего общества, политических организаций, интеллигенции, разных ученых. Поэтому я предлагаю или в день проведения сессии, а может быть за день до нее, обратиться, чтобы был предоставлен вот этот зал, где проходят у нас всякие торжественные мероприятия, зал Кабинета министров большой, пригласить туда общественность, пригласить туда депутатов, представителей власти и высказать им свое мнение, почему мы считаем, что это делать нельзя. Это должен быть голос нашего общества. Потому что наша власть, она все-таки должна опираться на... Ее легитимность проистекает от нашего общества.
Иначе наша власть пойдет по пути вырождения, она будет опираться только на силовые структуры и работать на каких-то олигархов, чьи интересы будет обслуживать. И это рано или поздно приведет к большому конфликту в Абхазии. Это не нужно ни Абхазии, ни России. Я думаю, что и в государственных интересах и Абхазии, и России, чтобы у нас были понятные межгосударственные отношения, а не вот такие схемы, которые приведут к тому, что большая часть абхазского общества окажется на обочине без средств к существованию. Это прямая дорога к ухудшению отношений, к конфликтам. Вот сейчас мы должны эти вопросы решить. Наши депутаты, наши народные избранники, они должны, те, кто против этого выступают, они должны услышать аргументы, почувствовать за собой спину. Те, которые колеблются, тоже должны увидеть. То есть надо сделать такое мероприятие большое, показать, что высказать им нашу позицию. Там широкий спектр должен быть представлен. Вот я думаю, что нужно для начала обратиться, чтобы этот зал предоставили, чтобы мы могли вот так спокойно, свободно с ними пообщаться. Вот я предлагаю, что сделать, желательно накануне этой сессии. Год назад, когда весь этот вопрос загорелся, так скажем, масса претензий юридических была к этому соглашению. Масса, просто по каждой статье практически. Сегодня, спустя год, все эти критические замечания, предложения были проигнорированы. В виде подачки были изменены, вообще вопиющие нарушения в виде измененных координат. Как-то закомкали какими-то дипломатическими путями, непонятными, незаконными, фактически подправлен документ и швырнули на стол фактически, вот и голосуйте. Вот вам все изменения, мы вас услышали. Это для тех, кто не знает, что происходит, почему это вот сейчас выносится, хотя говорили, что надо отзывать. Фактически происходит даже здесь подлог, неизмененный документ по большому счету. Вернули в парламент, откуда он, собственно, и не выходил, получается. Еще один нюанс, просто вот прет вот этот негатив сегодня от возмущения. За измененные координаты, наверное, мы все должны задать, а кто понесет ответственность, что чуть было на 300 гектаров территория нашей страны не уменьшилась. Устранение юрисдикции государства, я считаю, это потеря территории, не только отрезание границ как бы. Кто понес ответственность? Вопрос, что это так тихо, мило изменяется, ну ладно, исправим координаты обратно. У нас есть проблема вот в связи с нашей легитимизацией и институционализацией институтов. Приходит один парламент, и как будто бы до них никого не было. Приходит один министр, как будто бы до этого не было министра. Мое предложение такое, я, правда, не уверен, что мы до 27-го смогли бы это сделать, но давайте сделаем, это же термин неправильно, мне как бы он нравится, межпарламентская ассамблея. Соберем всех депутатов, ну, во всяком случае, те сейчас под конвоем мы не можем провести всех созывов. И просто проведем парламентское заседание, потому что бывших депутатов не бывает. Но это как раз будут те люди, которые, в принципе, несут ответственность за то, что происходит. Потому что законы, которые принимались в течение 30 лет, вот те депутаты, которые бывшие, ну, бывших не бывает, мы и принимали. И давайте мы посмотрим и сделаем ревизию, какие законы были кардинально изменены, или, то есть, вот, приверсия такая была. Давайте сделаем. Это все-таки будет институт, который имеет особые полномочия спрашивать из парламента, и с исполнительной ветви власти. Не знаю, насколько мы успеем. Это работа тяжелая, собрать всех, но там списки соберем. Кого-то нету, кого-то так нету, но мы могли бы собрать общую массу, и это был бы институт, который имел бы право влиять на все события, которые происходят. Я не говорю, что партии, общественные организации тоже, это другие сегменты, но давайте используем как бы институциональную память свою. Спасибо большое за возможность высказаться. Обращаться, конечно, хочется к присутствующим, но в первую очередь к тем, кто услышит это с помощью СМИ или прочитает, или узнает потом. Я часто слышу, что люди говорят, что они
ждут какую-то вот точку невозврата, после которой обязательно что-то нужно делать. Ни в коем случае, но эта точка невозврата должна наступить уже сейчас, она перед нами, мы ее видим. Хочется согласиться наверное, со всеми предложениями, потому что мне кажется, что любое давление, которое можно оказать, любое слово, которое можно высказать, любое действие, которое можно сделать, они все безгранично ценны. Не только ценны, но и необходимы. Мне кажется, что нельзя говорить, что что-то может не иметь веса, потому что если бы весь тот резонанс, который был раньше, все обращения, все высказывания, которые сейчас нам кажется, что они ни к чему не привели, но они хотя бы отложили это на 1,5 года, и если бы они действительно не имели никакого значения, то и останавливать бы никто не пытался, и обесценивать никто не пытался бы, и переубеждать никто тоже никого не пытался. Если бы у нас не было какой-то силы, какой-то возможности что-то изменить в этой стране, то, в принципе, любые попытки протеста были бы просто проигнорированы, а они не были. Они были встречены возмущением со стороны людей, которые пытаются это соглашение протащить. И мне кажется, что в этом есть какая-то сила. Хочется сказать, что риторика про развитие страны, про то, что закон об апартаментах, про то, что застройка, вопрос спецунды — это все вещи, которые служат на наше будущее, она кажется в корне неправильной. Мне кажется, что она должна вызывать гнев и ярость. Потому что я не верю, что развивать Абхазию можно только лишившись ее. Мы не можем развивать Абхазию, если ее у нас нет. Мы много раз говорили эту фразу, но мне кажется, что ее нужно повторять так часто, насколько можно. Мы независимая страна, а независимость означает, что наша страна — это наша ответственность. И это ответственность не общественных деятелей, не политиков, ну, разумеется, в первую очередь общественных деятелей и политиков, но также каждого гражданина Абхазии. Каждый из нас несет этот груз ответственности за нашу страну и наше будущее. И мне кажется, что пришло время показать, что мы этот груз ценим. Ахтызқәа зегьы уалагара ҳәара даара аамҭа уцәагот, избанзар Бра Руслан Ладариа дтәоуп, Гена дтәоуп, ҳара ҳаицны Аԥсны афырхацәа, аибашьыҩцәа, апрезидент иахь ҳхалахьеит, ҳгәаанагара ҳҳәахьеит, иаахтны ҳшаҿагылоугьы иаҳҳәахьеит. Убригьы ишыжәдыруа еиԥш ателехәаԥшаҿы иадырбеит уи ихҵәаны, аха иаҳҳәаз усгьы ажәлар рҟынӡа инеит. Уи ашьҭахь абра исзануп ҩышәҩык инеиҵамкәа аҵарауаа, аԥсуа интеллигенциа, анхаҩцәа ргәаанагара рҳәахьеит. Еиуеиԥшым ҳара ҳалаган иҳаԥхьаӡеит асми аҟны ицәырҵыз агәаанагарақәа. Уи ашьҭахь абра аҿар тәоуп, ҳара ҳпицунда еиуеиԥшым аҭагылазаашьақәа ԥырҵеит, аҿар ргәаанагара рҳәеит. Абра сгәаныла иаанымхаӡеит шықәсыки бжаки рыҩныҵҟа згәаанагара зымҳәац ауаа аанымхаӡеит. Адиаспора инаркны абра аҷкәынцәа тәоуп, ирдыруеит, адиаспора ргәаанагара рҳәеит. Зегьы еицҿакны иаҿагылеит. Абарҭ шықәсыки бжаки рыҩныҵҟа убри азҵаара уфгәышьа ушьҭа ҳдепутатцәагьы еилыркааит, ҳапрезидентгьы еиликааит, ҳҳәаратәы ҳгәы иаанагон ушьҭа убыс иҟоуп ҳәа. Аха абри ацәырҵра иаанаго убриоуп, абри ажәлар шәгәаанагара ушьҭа акы иаԥсаӡам. Ажәлар шәгәаанагара ҳара ишьҭаҳхӡом, ҳазыӡырҩӡом, ҳара ишаҳҭаху убыс иҳаӡбоит. Абра Асҭамыр ииҳәаз ажәа иаҳҳәап, абарҭ зегьы ицәажәаз зегьы ҳаизеит убра азал аҟны, иаҳҳәеит ҿыц ҳгәаанагара. Адырҩаҽны асессиа мҩаԥыргот, ирыдыркылот. Аҭакәыхәра зхы иадызҵода уи ашьҭахь? Зхы иадызҵода убри рыдыркыларц азыҳәан? Ҳара убыс рыгәра ааҳгома иахьатәи амчрақәа, иахьатәи адепутатцәа,
депутатцәа шәтәуп. Убыс рыгәра ҳгаратә иҟоума, ираҳҳәеит, шықәсыки бжаки аҳәара ҳаҿуп, иҟашәымҵан. Азакәанқәа еилашәымган, ҳконституциа еилашәымган, ҳсуверенитет еилашәымган. Шьала иааҳгаз ҳиааира шәымтиин, ҳаԥсадгьыл шәымтиин. Убырҭ ҳәаны ашьҭахь ҿыц инеиуа ауаа ишԥаанаҳкыло? Убриоуп раԥхьа иргыланы ҳазхәыцша. Иахьа аҭагылазаашьа ус иҟоуп, абра иашаны ирҳәеит, ари азҵаара акәӡам иқәгыло. Уи азҵаара ашьҭахь еиҭа инеиуа азҵаарақәа зегьы иаанаго убриоуп, ҳара амилаҭ қәԥара, Гурам ишиҳәаз еиԥш, зқьышықәсала иааиуа амилаҭ қәԥара, ҳаибашьра, ҳшьа зегьы абарҭ иҳадаҳкыло, ирыдыркыларц ирҭаху азакәанқәа абри зегьы иаӷрагыланы ицарцо. Ишԥаанаҳкыло убри? Уара ацәажәара ҳҳәеит, аинтеллигентра ҳаԥшит, ҳнеит, иаҳҳәеит, абра Гена дтәоуп, ус иҳәеит, уара убра иуқәгәыӷызар, ицозар убыс апроцесс, иузымҳәар мап, иузымҳәозар, ҳара иҳарҳәа. Друзья, давайте мы не будем уходить от того, что мы сделали. Мы все организации политические, помните, да, мы обратились к президенту, мы не к парламенту в тот момент обратились, мы обратились к президенту. Остановись, отзови все свои вот эти вот непонятные, противозаконные, антиабхазские, антигосударственные вещи. Я сейчас хочу так сказать. Я обращаюсь сейчас ко всему народу Абхазии, независимо от вероисповедания, национальности и, как говорится, политической принадлежности. Если он до 28 числа не отзывает, значит, у нас вопрос не к нему, не к парламенту. Объясню почему. Он прислал, парламент должен вынести. Не вопрос, почему парламент выносит. Другой вопрос, парламент как себя ведет, это уже другой вопрос. Но мы же поставили вопрос президенту. Отзови, оставь в покое народ Абхазии, парламент и народ оставь в покое. Ему так сказали. Он не понимает это. Если не понимает, я, как депутат, знаю, как себя буду вести. Я не могу за каждого ответить. Но до последнего большинство депутатов вроде понимали, что делают. И я надеюсь, и сейчас понимают. И надеюсь на их непонимание, что нельзя по такой дороге идти. Но у нас вопрос должен быть стать президенту. Если 28-го значит, парламент вынужден поднимать вопрос, я считаю, что надо обратиться к народу, чтобы народ встал на защиту. Ни парламента, ни меня, ни Адгура, ни Ишова, ни тебя, ни кого-то здесь сидящих. Не нас надо защищать, надо страну защитить, встать. Вот что надо сделать, друзья. Молодежь должна к молодежи обратиться, старшее поколение к старшим обратиться должна. Женщины должны стать своим женщинам, наверное, друг друга больше поймут. Значит, мегамозги должны мегамозгам обратиться, сумасшедший сумасшедшему должен обратиться. По-другому не поймите, о чем я говорю. Только так. Всех поднять надо. Дорогие мои, у каждого есть свой потенциал, у каждого есть свои фанаты. Обращаемся, пусть все встанут. Парламент защищать не надо, еще раз говорю. Надо остановить этого президента. Понимаете? Давайте об этом поговорим. Как мы это будем делать? Каким образом? Если вот я, сейчас фактически я обратился, это я от себя обратился. Если каждый здесь обратится, или потом по отдельности мы все это сделаем, я не знаю, каждый примет решение здесь, но на 28 или на 29 это будет более точно, мы будем взять, мы должны призвать людей на защиту нашего государства. Все, другой формы нету. Потом, конечно, есть формы, которые Батал сказал. Есть другие взрослые люди, что говорят. Конечно, много чего надо менять, но сегодня мы не успеем. Мы должны встать на защиту. Извините, я, может, излишне эмоционально выступил, но я так это вижу.
у нас иногда тоже, вы извините меня, я могу говорить, даже если обидитесь, иногда какая-то демагогия, но иногда, благодаря, вот девочка сказала хорошо, благодаря вот всяким, все равно вот этим встречам и так далее, оттянули все равно до этого. Ну, видишь, они не прекращают и выносят. Я думаю, что Астамур, когда сказал, есть у меня такое предложение, может такое, я не знаю, ультимативное, прямо ультимативное последнее письмо на имя президента и парламента. Показать им, кто будет виноват в случае серьезного обострения ситуации, которая приведет к гибели государства. Написать сильнейшее, прямо ультимативное написать и сказать, что они будут нести полную ответственность. Понимаете? А они все равно должны что-то, если ничего не ответят, зато у нас будет какое-то хотя бы моральное, что мы еще последний раз обратились к власти, которые, ну и заседание нукало, и правильно сказали, вынесут и рассмотрят. Но до этого мы должны прямо в ультимативной форме последнее сказать, предупреждение, что будет так, будете отвечать. Может, так что-то сделаем. Сейчас появился, по-моему, нами самими даже недооцененный один еще канал, так назовем. Если вы все помните, недавно был эфир по энергетике, там шумное обсуждение. Ему предшествовал очередной такой скандальный бой, что ли, назовем, с руководством телевидения, чтобы вообще состоялся это один из эфиров. Каждый эфир превращался, сами знаете, там, кто сталкивался, в бой целый. Сейчас в результате нашего, с вами, кстати, вот нашего объединения, обращения официального, абхазское телевидение согласилось каждые 2 недели давать 2-часовой эфир. Хочу, чтобы это все это немножко недооцененное нами самими, повторю, такое событие. Почему я об этом говорю, то, о чем вы говорите, Шалович, люди... Вот мы будем сегодня спросишь, мало кто из неосведомленных, конечно, в первую очередь людей, знает, в чем опасности, в чем там таятся какие-то угрозы. То есть еще один канал информирования нашего населения о тех угрозах. И что, Батал, вы говорили? Всех созывов собрать. Да, всех созывов собрать депутатов. Я, кстати говоря, вам тоже, извините, отвечу, мы взяли список, подняли всех созывов депутатов. Там, правда, не было телефонных номеров, сейчас самая удобная связь. Мы их собирали для того, чтобы обзвонить их мнение, просто коллективное, выразить по поводу апартаментов. Потому что первый раз мы собирались в этом зале по поводу темы апартаментов, но сейчас акцент угроз сместился, принцип тот же остался. Список есть. Я этим сам лично займусь, но это закончится после Нового года согласования. Угроза горит вот буквально в течение недели у нас. Мы просто не успеем. Что касается, Гурам Джодович, вашего предложения собрать чрезвычайную какую-то группу или там, съезд, согласен, ну, опять-таки успеваем. Орган, я понимаю, у нас сессия показательная нас ждет, показательный вопрос. Вот Ливан, по-моему, говорил еще. Карточный домик, карту нижнюю хотят вытащить. Мы не удержим с вами никто потом. Это просто классика политэкономии. Олигархат сросся с государством и нарастился криминалом. С ними бороться мы завтра, может быть, и не сможем. Это тоже абхазцы там, и так далее. Но классовую борьбу никто не отменял, борьбу капитала. Наша организация АРУА, которую я представляю, считает и свою позицию подтверждает по этому вопросу. Мы тоже один из первых, который сделал соответствующее заявление по вопросу ратификации госдачи Пицунда. И наша позиция остается неизменной. Мы считаем, что раз уж все методы, которые были использованы, да, дипломатического характера, они не работают, в том числе и заявления, тогда мы предлагаем, если эта сессия пройдет, и на этой сессии будет стоять на повестке вопрос Пицунды, раз так, я предлагаю в этот день собрать митинг, кому не безразличен этот вопрос,
на площади возле парламента. Я думаю, что это тоже законный метод в рамках Конституции, и все должны увидеть людей, которые придут туда и выскажут свою позицию. Народ. Мы должны, мы считаем, я говорю от организации, организовать в этот день, в день голосования, митинг. Причем митинг должен быть необычный. Имеется в виду, это то, что там есть различные категории людей, которые думают по-разному, в разных плоскостях, в политическом плане имеется в виду, но все там мы будем. Нас объединит вопрос касательно госдачи Пицунды и другие вопросы. Я думаю, еще раз повторюсь, я думаю, это законный метод в рамках Конституции. Мы имеем полное право выразить массово свою позицию. Если мы за мое предложение, я думаю, что здесь я вижу около 9 различных общественных и политических организаций. Каждая организация, если, допустим, по 150 человек приведет, я думаю, что этого достаточно. Должно быть больше. Народ скажет свое слово. Мы же соберем народ. Дальше что мы спросим у народа? В отличие от властей, мы спрашиваем у народа, как нам быть в этой ситуации. И будем действовать строго в народных традициях. Как скажет народ, мы не радикалы, мы не переворотчики, мы дорогу не закрывали, покрышки не сжигали, в МВД не нападали, все такое. Мы корректно себя ведем, и это, наверное, рассматривается как за слабость. Шалович, если мы пойдем, как они, нас назовут переворотчиками. Если мы так не сделаем, родину продадут. Как нам быть? Важнее снять этот вопрос до митинга. Поэтому вот терять это время не надо. Либо сейчас пойти бессрочный митинг до 28-го, либо, я думаю, может быть, другой. Либо я думаю, телевидение, соцсети, телеграм-каналы и так далее насытить просто обращениями отдельных людей, каждого человека. Вот кто объяснит, почему для нас это очень важный вопрос. Я думаю, вот вы говорили о том, и я с этим согласна, что не услышали людей, не поняли, не прочитали писем, не посчитали вот эти, кажется, до 1700 подписей пицунцев. Да? Дело не в этом. У меня такое ощущение, да, мы говорим, что мы должны к нашим властям обратиться прежде всего к президенту, это все правильно. Но все-таки это не только внутриабхазский вопрос. У меня такое ощущение, что наши власти вот эту озабоченность народа не передали. Они исказили, либо каким-то образом... Я знаю, что вот говорили, что это кто-то специально все подстроил. На самом деле народ так к этому не относится. Я уверена, что настоящего мнения абхазского народа вот смогли как-то исказить. Поэтому мне кажется, что нужно обращаться и к нашим властям в первую очередь, но и к российской стороне тоже, чтобы они поняли, насколько жизненно важен для нас этот вопрос. Вообще вопрос земли, особо ценной земли и так далее. И мне кажется, если с сегодняшнего дня каждый будет говорить, почему это важно, и что это вовсе не означает плохого отношения к нашему стратегическому партнеру, но просто даже если мы будем брать вот каждую статью, что туда нельзя будет проникнуть, что там можно будет нарушать что угодно, что капитальное строительство в неограниченном объеме там разрешается, неизвестно во что это превратится, я думаю, что все эти дни надо использовать таким образом. То, что Арда говорит, это совершенно очевидно, потому что, может быть, те, которые покупают, думают, что вообще как бы вопрос решенный, никаких проблем нету. Честно говоря, вот вы говорите, телеграм-каналы, это я особо не читаю их тоже, вот эти возмущения. Но мы должны разобраться со своими.
У нас проблема в своих, которые нас не слышат. А не проблема в том, что нас Россия все прекрасно нас слышит. Я, например, точно знаю, что на встрече глав государств Путин конкретно задал вопрос, что там, в чем проблема с этим соглашением. На что наш президент сказал, ну там, говорит, неточности в координатах. Он говорит, ну решите вопрос с координатами. Но никто не сказал, и подается со стороны Аслана Абжани, он говорит о другом. Он говорит там о том, что, значит, он не говорит о статье 22, он не говорит о статье 26, он ни о каких статьях не говорит, понимаете? Он говорит, у нас несоответствие в координатах. Так давайте мы скажем, что речь не только о координатах идет, понимаете? Не только в координатах, а в вопросах соглашения и попунктно. Статья такая не соответствует Конституции Республики Абхазия, статья другая не соответствует Конституции Абхазии. И что наш президент нарушает Конституцию в первую очередь. А мы же знаем, что любое соглашение, принятое которое будет принято парламентом, оно имеет надконституционный характер. Друзья, для чего? Слушайте, Путин провел этот референдум для того, чтобы национальное законодательство было надмеждународным. А что делаем мы? Почему сейчас Кан проявляет озабоченность и говорит о парламенте? Потому что, если это будет принято, он будет носить наднациональный характер. То есть мы должны будем денонсировать, отозвать. Это когда? А сможем ли мы? И я хочу сказать, бессрочная, вот сегодня мы встретились, давайте бессрочно объявим бессрочную какую-то забастовку, или как это правильно выразиться, акцию бессрочную. И каждый день правильно, еще раз, если люди не услышали, просто еще раз будем говорить, чем это чревато, что здесь идет нарушение, Конституция уже на нее, простите меня, пожалуйста, президент просто дочихал. Он выполняет поручения кого? Таких как Робсоны. Чего мы боимся? Давайте скажем, Ткачевых, Кущевка завтра будет у нас. То есть вот таких людей выполняет наш президент поручения. Понимаете? Он не выполняет. А если вот... Я просто еще такой, простите, затянулась, буквально еще 2 минутки. Вот возьмите тут 4-часовое выступление Путина. С чего он начал? С суверенитета. Суверенитета своей страны. Идет война за национальные интересы России. А мы что делаем? А наш президент что делает? Конституция ему не конституция, закон ему не закон. Это не... И я правда считаю... Да? Понимаете? И сегодня я еще раз обращаюсь, Ливан, к нам, ко всем. И прекратите вот это фейсбучные войны, они уже смешные. Этот написал, второй пишет в ответ заявление. В конце концов, здесь много мужчин, можно и кому-то дать в рожу. Простите меня. Вот так я уже не понимаю, как это происходит, друзья. Мы вот это перенесли всю нашу политику в Facebook, понимаете? Один пишет, ты негодяй, я ему пишу, нет, ты негодяй, ты хуже, чем я. Предложение, я абсолютно согласна с Ардой, то, что говорит Арда, бессрочные акции, совершенно верно, и написать вот такое какое-то большое послание в том, что, я извиняюсь, обратиться к стороне покупателя, как Батал вы выразились. Мы что можем сказать от Пицунды? Вот Мурат был инициатором сбора подписей, 1698. Они там это буквально за несколько дней собрали, потому что молодежь, она мыслит несколько по-другому, чем наше поколение. Мы еще кое-кто того времени, там, комсомольского, партийного, немножко так на обкомы смотрели. На это всегда казалось, что кто-то оттуда подскажет. Сейчас пришло такое время, выросла молодежь, которой ничего подсказывать не нужно, и она сделает по-своему. Не знаю, мое мнение, надо все усилия, как Кан сказал, вот сейчас осталась неделя, вот не надо спать, ветераны с ветеранами. Вот мы что можем сделать? Мы можем собрать просто в актовом зале в Пицунде всех, кого мы сможем собрать. Но это маленький ресурс. Пицунда, Афон, Будаута, может Гульрипш. Всю Абхазию давайте 8 единиц. Город Сухум и 7 районов. Смогут ли они так собраться, как в Пицунде? Нет. Или в Афоне. Вот надо все использовать максимально. Неделя это, с одной стороны, мало, а с другой стороны, если не спать, это огромно. Я не про митинг. Я говорю, мы соберем и эту тему вынесем на обсуждение. Мы хотим понять. Может быть, нам скажут, куда вы лезете вообще. Может быть. А может, скажем, что вы раньше не сказали, мы с вами пойдем. Главная проблема заложена, конечно, в нашей системе управления. Наша Конституция не отвечает на один вопрос. А что делать нам в рамках закона, если у нас будет плохой президент?
Об этом, кстати, предупреждал еще в свое время Зураб Ачба. И у нас кризис 2004 года, 2014 года, 2020 года. Мы из этого кризиса не сделали правильные выводы, не разбалансировали власть, не изменили Конституцию для того, чтобы нивелировать подобные кризисы в перспективе. Это очень важный вопрос, и сегодняшний кризис, он тоже обусловлен тем, что не были сделаны правильные выводы, и на основе этих выводов не были приняты соответствующие решения. Теперь к текущему вопросу. Я хочу вам напомнить, вы все, практически все, кто здесь присутствует, участвовали в митинге 30 мая, который мы провели здесь, в городе Сухум. На этом митинге, на этой мирной акции протеста мы в рамках действующего законодательства, в рамках той политической культуры, которую мы считаем правильной, оппозиционные силы и общественные силы выразили свое категоричное несогласие с той повесткой, которую проводит президент. После этого глава государства, опираясь на какие-то силы определенные, пошел дальше. Это говорит о том, что все мнения, высказанные до митинга, после митинга, вообще все мнения, которые были высказаны, они проигнорированы. Соответственно, вот здесь были призывы к митингу и так далее, я тоже это поддерживаю. Все, что будет происходить далее в нашей стране, за все несет прямую персональную ответственность глава государства Аслан Георгиевич Бжания. Все, что можно было сделать в плане увещевания, в плане нормальной политической культуры, уже сделано. Все, дальше, если даже и будут какие-то акции протеста, это будут акции протеста без лидера, без какой-то определенной структуры, это будет именно народная акция протеста. А здесь уже, еще раз повторюсь, вся ответственность ляжет на главу государства персонально, потому что все, что можно было сделать, мы сделали. Теперь о технической стороне. Я абсолютно здесь согласен с Ардой Шаловной, ждать дату 28 числа и готовиться к митингу надо. Но до этого дня, каждый день, выходной, будний день, есть парламент, есть спикер парламента. Каждый день, в день несколько делегаций должно приходить к депутатам парламента и выражать свою точку зрения. Если у нас с вами получится донести до депутатов, до тех, кто не понимает, всю серьезность ситуации, они этот вопрос рассматривать не будут. Я считаю, что у нас это получится. Если мы все вместе, пускай ветераны отдельно, активные граждане отдельно, общественники отдельно, каждый день нужно общаться и публично с народом Абхазии, и с депутатами парламента, непосредственно со спикером парламента, вице-спикерами, есть люди, которые принимают решения. А что касается главы государства, я уже сказал, там уже бесполезно. Человек выбрал для себя такую модель поведения, она есть уже исторически описанные около такого рода поведения, к чему это тоже приводит, тоже в истории можно найти. Вот и в принципе все, что я хотел сказать. Время слов осталось позади. Сейчас уже нужны конкретные действия. И это, еще раз повторю, для не тех, кто здесь присутствует, для всех, кто слышит с экранов телевизора, в интернете. Уважаемые друзья, это вопрос не оппозиции или не тех людей, которые здесь присутствуют. Это вопрос всего абхазского народа, тех, кто сегодня живет, и даже тех, кто вообще еще не родился. Это вопрос будущих поколений. Что касается взаимоотношений с Российской Федерацией, они выстраиваются на равноправных условиях. Кстати, президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает постоянно во всех своих выступлениях о том, что он с большим уважением относится к нашему статусу независимого абхазского государства. А в отношении своего государства, обращаясь к внешнему миру, он говорит, что за колбасу, извините, это цитирую, за колбасу мы суверенитет свой не продаем. Так и мы тоже ни за колбасу, ни за какие-то внедорожники или что-то еще мы свой суверенитет продавать не собираемся. В этом абсолютно мы все согласны с ним. Поэтому, уважаемые друзья, давайте действовать сообща, давайте действовать, опираясь друг на друга
есть определенная организация, организационная форма, которую мы определили. Здесь много политических организаций, общественников. Алхас Владимирович, мы вам поручили вот эти все организационные вопросы. Я просил бы каждого включиться в эту работу. Вот собрание, Алхас, вы сказали, что нужно, может быть, вы сами можете это сделать, может, какая-то нужна помощь с этой стороны и так далее. Представители власти, там, иногда депутаты, когда в Москву прилетят, они почему-то говорят, что вот нас там увидели, нам этот вопрос задали. Я, честно говоря, вот, наверное, вы все помните, мы вот недавно тоже были вот с Эриком Сагателовичем. Я вам скажу, на высшем уровне у нас тоже встречи были. Я хорошо, со мной не поговорили, понимаю, что я там оппозицию представляю, но с нами были и, скажем так, люди, которые представляли власть. Я не видел, что кто-то за ними бегал, Пицунду спрашивали, там, не знаю, апартаменты спрашивали. Именно нам так повезло, видимо, что нас никто не хотел это спросить. А остальных, кто выезжает, так этих всех ловят прямо в аэропортах, житья им не дают, в номерах, везде с них спрашивают, где по аэропорт, где по Пицунда, где это. Вообще удивительные вещи. Понимаете, никто нас это не спрашивал. Понимаете, мы в кабинеты нормальные входили, не было этой темы. Люди хотят выстраивать отношения с нами полноправно. Понятно, что мы, может быть, как политическая, как страна, может, не все этапы прошли, но они с нами будут выстраивать отношения. Но не надо в рот им лезть, слушайте, самому. Бегать и в рот лезть не надо. Мы сами это предложили, мы сами придумали эту проблему, слушайте. Слушайте, Владислав им дал на бессрочное пользование. Нихалая проблема с них она. Уезжим хазаку от Ирахте, уезжим хазаку от шарат физика, ну, говорит, وي راح متراوى شرح حرت الزمن ربزيق ويا تشاك راح تبجلا شرح قول وتشش تاخذ شرح نحت خلي يراح توي ورا يراح توي ناس تشا يربن انا يرجلا за гостиница راح توما мамзаги чак راح توма речь каждый раз абсолютно амение варбеш дахтон قرر حسب خزاني اقواسنيتوز خدن خانا قالوس ناس يشبيخ يقاس نتراني عيتي يوات عبيقا يوات هيتي تخانا قالك تزون هذا حشبح قومش بح يراح تو يان خيور زيلم كايدر يخاطر تشور واحد تنخديم بزامي بيدا عن السكولارا. Ну, я говорю то, о чем будем говорить на акции, если она состоится. Соглашение по Пицунде, предоставить это в письменном виде, собрать внушительную, соответственно, делегацию для передачи этого письма. И еще от себя добавлю, конечно же, потребовать открытый режим работы парламента по всем этим острым вопросам. Второй пункт. Требования. Предоставить зал в кабинете министров, там большой зал, кто не знает, для собрания общественных политических сил с присутствием их депутатов, с освещением, с широким освещением в СМИ. Хорошая идея. Тема та же, как вы понимаете, все эти острые проблемы. Третий пункт. Провести масштабную акцию в день проведения сессии для недопущения ратификации соглашения. Здесь потребуется помощь всех присутствующих, не присутствующих. Это призыв уже не к политическим силам, это выходит за рамки политической борьбы. Это призыв к народу Абхазии фактически. На акции озвучить требования об отзыве всех инициатив, несущих угрозу национальной безопасности, озвучить в адрес президента. Напомню, эти пункты, видимо, нам надо это постоянно проговаривать. Это и Пицунда, это апартаменты, это потеря контроля над энергетикой, это судебные решения. И как резюме, пятый пункт, если это все будет не услышано, никакой реакции не будет. Пятый пункт, в случае отказа требовать отставки президента. Большего мы с вами сделать не можем для защиты нашей Родины.